Хатырско спикер, хатырско коллега, депутат, хатырско, я асысча, журналист, я хазлачажу азара, я хати сара замари, аря апсва ажлар виц хочете куртвейт, я быс фарсылшу абрана са депутат, и то я ажла реалурха за депутат, я хахе иганы абизи гаус ус адзвула за ваҟоуп абра гәыԥ иалаз аҷкәынцәа нас Тимур Шергели дыҟоуп, Бесик Емырхәа дыҟоуп, сара салоуп, ара ҳаҳҿы аус зуаз аӡӷабцәа иара акомитет иалаз аӡӷабцәа инакәаҷеиԥҳагьы аџьабаа дылбалахьеит. Хаҭала Министерство юстиции ҳәа аӡбахә иаҳдыру ижәдыроуп, аиҳабы ихаҭарнак аҷкәын иџьабаа абра иалоуп, Лакербаи аҷкәын иџьабаа абра иалоуп. Убыс абра аџьабаа дырбалеит Лаша Цаава, Дима Шамба, убырҭ егьырҭ аҷкәынцәа зегьы абиазҵаара ишахьынӡаҭбаау, ахьынӡаҵакы ӷәӷәахьаму ала зегьы рхы рыԥсы ақәҵаны абас иааҳҵаз зегьы еиҿаҳкааз усоуп. Аби жәак салацәажәарц зысҭаху, аби шәҩынҩажәаба шықәса аахижьҭеи аԥсуа жәлар абри проблемас ирымаз аус аҟны ишыжәдыру еиԥш амҳаџьырра нахыс аԥсуаа иреиӷьыз аҷкәынцәа хганы иргеит, иреиӷьыз ажәлақәа ргеит, ахшыҩ змаз, аҵара змаз ԥыҭҩык акәым, иреиҳарак Ҭырқәтәыла ааиагеит. Нас уи аҟара аҵара змамыз, рдырра иҟамыз ақыҭауаа анхақәа иаанхаз ирзымдыркәа ақырҭцәа абра иааганы ианаҳхатәа апапцәа иҟаз аԥсуаа рыжәлақәа ишырҭахыз ашәҟәы, ауахәама ашәҟәы ҳәа изышьҭоу ишырҭахыз рыжәлақәа нырҵон, рыхьӡқәа нырҭон, абас ишырҭахыз ус адырулон. Уи ашьҭахь ақырҭцәа меншевикцәа анааи, убыс ишырҭахыз ҳарак аби Самырзаҟан араион иаднакылоз аԥсуаа зегьы дара ишырҭахымыз мчыла абас рыжәлақәа рыхьӡқәа рыԥсахны џьара-џьара дин дрыԥсахуан, аԥсуара закәу ырӡуа, аԥсуара иаанаго, хаҵара иаанаго рдоуҳатә хәаԥшышьа, рдунеи хәаԥшышьа ԥсахуа абас изҿыз аусқәа зегьы ижәдыруа. Уи нахыс асоветчра анаҟала нас ижәдыруеит Бериа Сталин ихаан, нас аиҭах ҳара абас ақырҭцәа рҟны рҟырҟы ҳалагылан, усҟангьы иаҟаз жәдыруеит. Убыс убиза аилкаара аҟан провинившая нациа ҳахьҵаны ихеитапкны абас иҳазныҟәеит. Ԥыҭҩык абра уажәгьы аполитикцәак азымхәыцӡакәа џьара-џьара ҳзыхҟьаз ҳзымдыруа аԥсуаа ахарак хараҵан аԥсуа аурыс ҳәынҭақарра аҟны абас ҳхаруашәа абиза политикак мҩаԥырга џьаҿуп, аха уи даара узхымго иашам аусқәа ирҿуп, аха уи нас уи ҽак усуп. Иахьа ҳазлацәажәо апроект аби ахәҭаҷқәа иалаҳгало, аби иахьа иҟаланы иҳадкыланы ианыҟала, сара убыс сгәы иаанагоит абра итоги иахьа иақәымшәазгьы гәаанагара ҳамоуп. Абри абыжәтәи иҿыцу ҳҭоурых аҟны иӷәӷәаны аҵакы ду змоу аус ҳҵоит ҳәа сгәы иаанагоит, сара сшәықәгәыӷуеит, аби иашан иҳадаҳкылоит, зегьы шәгәаҟны иааганы аби шәхы шалашәырхәа, абжьыҭара аҟныгьы шәхы шалашәырхәа здыруеит. Аби ӡбаны наҟала даара иус дуны аԥсуаа ҳзыҳәаны иҟалоит. Убыс иалҵуеит абра иахьа иалырхыз адепутатцәа ҳара зегьы ҳааидгыланы еирҩыршаз аԥсуаа ҳара ҳахьынӡанаӡааӡо игри ԥсои рыбжьара ҳаҩшаны ҳахьаҟаз аби аҩшара ааҟәыхны аби
хара хаба апсвазиге аджкна иқаззо аби абус иқалота безакан. Убриоқот бра адгылара ашепшуп постоянно год. И тауп псышла шахсихзидию зигира уезжат урыс бешала гисхот за 150 лет. Значит, за последние 150 лет история Абхазии. Как знаете, мы вот когда работали, Дмитрий Михайлович очень такой скрупулезно подходил к этим вопросам. Мы нашли работы Тимура Ачукба, где четко прописано, как грузинские представители духовенства, значит, церковные, значит, книги записывали абхазов, как фамилии меняли, как и даже имена меняли, даже отчества меняли. Просто на корню старались прямо вычленить понятие абхаз, его духовное состояние, самобытность и так далее, и так далее. Такое систематичное уничтожение такого понятия, как абсвара, абхазский этнос и так далее, прямо систематично уничтожалось. Это по разным причинам было, потому что, как вы знаете, мы 3 этапа прошли махаджирства. Конечно, лучшие из лучших были уведены, значит, в Турецкую республику, тогдашнюю, то есть в Османскую империю. Конечно, и на тот момент нехватка кадров и, значит, образованных людей повлияла на то, что вот так над нашим народом издевались. Потом при меньшевистской Грузии то же самое делали эти же, значит, силы, также насильственно, особенно это сильно повлияло на Сабурзаканский район, как вы знаете, и частично затронуло и остальные регионы Абхазии. Более того, после, значит, прихода советской власти, проводимая политика, значит, Берия, Сталина, то же самое также повлияло на наш этнос. Конечно, вы знаете историю с приходом в 60-е годы Хрущева, так скажем, потепление, где-то нас спасло, потому что мы в этих годах уже получили абхазские школы, мы смогли открыть. В 1978 году, как вы помните, если я могу ошибаться, мы получили абхазское телевидение и так далее, это уже другая история. Потому сегодня, значит, после 30 лет, значит, после такой круглой даты нашей победы над грузинским фашизмом, мы все-таки вернулись к тому, чтобы начать решать вопросы, связанные с нашим населением, непосредственно с, значит, абхазским нашим этносом, который живет, или, значит, той частью Абхазии, абхазского народа, который живет в Самузаканском районе. Беслан Викторович очень сильно, кстати, в этом вопросе меня поддержал в свое время, работал со мной в одной же, значит, рабочей группе. Вы все знаете, как мы это проходили. Мы много вариантов, исходную, значит, базовую мы взяли в вопрос и много раз его изменяли, значит, дополняли, очень много над ним работали. Вроде бы готовый, значит, проект мы, значит, регистрировали, потом после того, как отрабатывали, мы, значит, отзывали и новые проекты регистрировали. Раза 3 у нас это происходило. Конечно, можно сказать, что пределов совершенства никогда нет. Любой закон можно усовершенствовать до бесконечности. Но сегодня, о чем я говорю, это базовый документ, который позволит сегодня соответствующим структурам начать ту процедуру, которую мы, в принципе, и закладывали. Теперь я более детально хочу перейти к, значит, пояснителю записки. Все у вас на руках есть. Я зачитаю здесь немного. Необходимость внесения изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния обусловлено тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническим абхазом, абаза, прямым потомком утратившего абхазскую национальную принадлежность абаза, в результате, вот здесь самое главное, в результате исторических событий 19-20 веков, право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии. В связи с этим рабочая группа в разработке проекта закона Республики Абхазия о внесении изменений в закон Республики об актах гражданского состояния
создана на основании постановления Народного собрания парламента Республики Абхазия от 23 февраля 2023 года, был разработан настоящий законопроект. Представленный законопроект предлагает изложить главу 8 прим. 1 в новой редакции под названием «Государственная регистрация, восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии». Это важно, потому что мы именно так ставим вопрос, что человек, если уже, это естественно, чтобы вы понимали, это добровольно, это не насильственно, как они это делали, это естественно добровольно, но при всем при этом мы вопрос так ставим, что он меняет принадлежность национальную и фамилию обязательно, то есть историческую свою фамилию. Такое дополнение устранит пробел в данной сфере правового регулирования, что позволит снять ограничения в праве вышеупомянутой категории граждан, желающих восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию и восстановить историческую справедливость. Также в законопроекте вносится дополнение, в соответствии с которыми правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лиц без гражданства. То есть имеется в виду именно абхазы. В дополнение к указанному законопроекту также был подготовлен проект закона Республики Абхазия о внесении изменений в статью 47 части 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия, который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации, а также закона Республики Абхазия о внесении изменений в закон Республики Абхазия государственной пошлины. Но это уже как бы, да, последующие обязательные процедуры после принятия этого закона, устанавливающую государственную пошлину за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности. Ну, в принципе, основные принципы и постулаты этого закона здесь есть. Я думаю, что нет необходимости сам закон зачитывать. Если есть какие изменения, в принципе, здесь мы все работали над этим. Если есть какие-то вопросы, я готов именно на вопросы отвечать. Я хотел бы, чтобы вы рассказали, чем, допустим, редакция нынешняя отличается от редакции клиента в 6-м созыве. Помните, были вопросы? Да? Значит, в чем была принципиальная разница? Во-первых, у нас было понятие, в старой редакции было написано почему-то, видимо, там механическая ошибка была, там было написано именно граждане Республики Абхазия. Ну, извините, по существующему закону уже граждане Республики Абхазия, они и так по закону имеют право менять нацию, фамилию, там, кроме вероисповедания, естественно, все остальное, и, естественно, принадлежности, половой принадлежности, все остальное не могут менять. И там был еще такое, значит, такая лазейка, при которой могли многие нежелающие элементы воспользоваться этим, значит, положением. Потому мы тот старой редакции решили все-таки обновить, внести более такую конкретику. Сегодня по этим изменениям здесь четко прописано, кто имеет право. И, в принципе, закон, я думаю, что он жизнеспособен, он готов, значит, к тому, чтобы уже начать работать, и соответствующие службы могут уже применять его непосредственно, как говорится, в практике. Почему доказывают, что не имеют грузинское гражданство, как сейчас заявлено другие? Объясню вам. Значит, в данном случае я хочу вам сказать, здесь есть положение в самом законе. От них требуется, ну здесь есть, если сам закон, если по закону пройтись, да, по закону самому пройтись, здесь есть требования необходимые, да, для, как говорится, предоставления заявлений и необходимых, значит, список тех необходимых документов. Здесь самое главное, что написано, что человек, подающий, да, заявление, есть такое понятие, там целиком взято из закона, о том, что
Если даже он, естественно, его семья имела отношение так или иначе к боевым действиям, или было в его действиях противоречащее понимание, значит, нашего целостности государства и так далее, то есть там понятие есть отец, мать, брат, сестра, сыновья, дети, ну там это понятие есть. Самое главное, значит, как говорится, главным фактором неполучения именно вот это понятие, что он не имеет отношения к войне. Все остальное, какое у него есть, значит, гражданство, мы официально никак не можем проверить, потому что мы уже спрашивали, такое официально никто не даст. Более того, я вам хочу сказать, у нас наши жители, уже граждане Абхазии и даже абхазской национальности, мы официально сейчас не можем доказать, но очень многие уже гражданство Грузии имеют, но и даже некоторые герои Абхазии тоже. Если мы по такому пути пойдем, да, по такому пути пойдем, тогда это мы просто хотим себе создать проблемы, чтобы не решать эти вопросы. Для нас важно, значит, начать процедуру эту, для того, чтобы тот человек, который изменит свою фамилию, национальность, естественно, по закону о гражданстве, да, он автоматически получит гражданство Абхазии, получит абхазский паспорт. Тем самым он сам уже не станет, я имею в виду морально, там, я не знаю, духовно абхазом не станет, но уже его дети, его внуки уже будут не только прописная истина, что там вот он в паспорте только абхаз, он родится абхазом, он получит свидетельство, что он абхаз и так далее, все далее по списку. И потому это мы не думаем о сегодняшнем дне, это закон, который нам даст возможность уже в будущем, да, на будущее думать, на следующее поколение думать. Понимаете, перманентные, значит, наши возвращения к тем или иным вопросам, оно приносит, значит, как бы плоды свое. Если мы только в 30 лет один раз только будем думать о таких серьезных вопросах, естественно, мы ничего не добьемся. Этот закон нам позволяет сегодня увидеть проблему и начать решать ту проблему, которая у нас существовала все эти 30 последних лет, которые мы не решали. А можно сказать, все остальное проблемы, которые возникли в течение 150 лет нашей истории. Так что я думаю, что это очень важный закон, и мы должны, как говорится, на него обратить внимание. Комитет поддержал, единогласно, насколько я помню, да. Все высказались за то, чтобы мы приняли его в первом чтении. Министерство юстиции принимало активное участие в подготовке данного законопроекта. Абсолютно очевидно, что вопрос очень важный, исторически обоснованный. Откровенно говоря, сам вопрос рассматривался, разбирался давно, было большое количество предложений правового регулирования в этой сфере. Безусловно, как мы часто говорим, необходимо сделать именно те шаги, которые в дальнейшем не приведут к какой-то определенной ошибке. Идеального документа не существует, но здесь очень важно не ошибиться, потому что тоже абсолютно очевидно, чтобы не создать какие-то возможности, лазейки получения нашего абхазского гражданства, абхазского паспорта лицам, которые этого недостойны во всех смыслах этого слова. Работа была проделана. Если сегодня стоит вопрос о том, чтобы принимать данный акт в первом чтении, там тоже есть, да, ряд мыслей, над которыми надо еще подумать и поговорить, то во втором чтении мы посмотрим, может быть, по каким-то позициям мы еще раз досогласуем свои представления. Во всяком случае, вопрос, конечно, важный и нуждается в принятии к производству. Шарт фишив дилуев зиге атурых апско турых хачим пускал ахтыспа дарадза иротшоп дарадза его яхагала ипун флава юлар зиграпун хатала псувас зхызб хадзоз псувас апсво юлар пазмазр турых обяха хазлачаджо убряпнута турых насуи يقلص شغل شاك زي بزيد يبدرويت أقليد ترجال شاك كده وبريقلب سراو حن سبحان الله ما ترى بزم يشوز دروا واش كيم يتسوى اختس يخا ويكون قطاع جوار خطالا دار زم نس بسوة تصل حتر تصل زخبة وقت زم أبستاز على ميفز قرت زتخو أبسورة
рмилат шапыргылан псуаси қаларцы стаху обряд сара сгана хала я постой тахара я ахершиц адгылара апхеки ахерчи хадахкыларц الصار وس زاد هو تزبان ما صار سي حد حكى له بحكم مري يا اخي ميلاد وسو بري ميلاد يا اخي تورخ داخل جيجنا حاله جروجو تورخ ساعه حمد زم يقن بريح زمدرو شو هذا شاسهم اخذ شرب حسب له في زازغود وبروز وسكو ويجيس تباك نيواز ادвижла с аижла цуха рыпсахон я нас ма агр вахиергон ма акр вахиергон я амилат дермачерцыз она кон ризик зыхазыз я хе хау батаглаза шабриус харчи депш я харяшер депш нас облечу пшигизис видя айш свивит джакр отгарзот аджапсу отгарзот жлакр хуп переижла цухон псахни и ижла нижна ризик зыхазыз амилат армачерцыз она кон риха تورخ تقول زاشوب أفغان جرسون بوس دود زادو برا يوم حرال شزم زي قتلا وصل دزول زي توب حرس فرستخوب يرخا يختين أساسي جبري الزارع حد حكلر يرى تورخ جين خود برزع عشوب سدوا عريشك شوب سينريحنا شويني جبشوب سينريحنا يا وقتصو يخا همشت يخا عند كرشوب قلنا بخغحصوت بنا زحكم يا حري حمو ميلاد حش سنس وجك تقول زعشالة نسن خارطة تبلا يلاتشنا رمش خزومز رجل ربساقون يخزك حركي جديد وش تقول زعش حمو ببرينس زجزج حزقوتسنا يحد حكله بها نبرزه بانا جرسوم بسرعة ريفز يقص أزبانا проект да сад глупера أوس نحوزجي بس هي ويب شماريو وجات شايف برسالة قردارة زي رتشوف شربشقلا يا أحبو شربشقلا حزل شايفه ويا رام تمام قدزاقة زجزج يحضر وصو وأنا بسمو بعد глара حركشويت هيتو بدو. Я понимаю, он как все-таки представитель президента и как министр профильного, как бы, да, в данном случае юстиции. Конечно, у него всегда, наверное, опасения есть, но я хотел бы Анну Львовичу напомнить, что непосредственно с этим документом с нами работал его зам Иснат Леонидович. Очень парень, кстати, отнесся прямо, ну, со всей ответственностью. Более того, все их, значит, замечания, все их видения мы сюда внесли. Есть протоколы, заседания наши, их предложения, все остальное. Более того, ребята, я хочу, чтобы вы, понимаете, вы меня услышали. Мы этим вопросом занимаемся уже почти с февраля, да, я засчитал здесь. Конечно, я еще раз говорю, оно не может быть совершенством. Это каждый сейчас может сказать, Ачалов Царавета, они Аравета, Ичаку Араветаха, Ари Запану. К закону потом идет уже профильные, значит, министерство, естественно, кабинет министров будет подзаконные акты готовить. То есть, как этот закон будет работать, там все будет прописано. Это уже без подзаконных актов оно не может работать. Все, что здесь, значит, здесь основные постулаты, все остальное уже подзаконных актов будет прописано. И как это будет определяться, фамилии, там, исторические справки, ОБНИ, все остальное там будут включены, там есть механизм, это уже со всеми обговорено. Потому, почему это так что-то не дописано, здесь в законе все не отразилось, здесь самые главные вещи, которые позволяют в дальнейшем уже Кабинету министров и Министерству юстиции непосредственно работать по этому закону. Так что я думаю, что придираться можно, если так хотим что-то испортить. Если нет, я не то что даже в первом чтении, я сегодня даже буду вас просить, просто заклинать вас буду, мы должны это во втором чтении принять. Он может свои минусы показать только при практической работе. Если его не запустить, можно его видоизменять постоянно и, понимаешь, вносить. Мы должны понять, как он работает. Пока он практическую работу не получит, мы не увидим, какие минусы и плюсы. В этом плане мы с Министерством юстиции тоже обговаривали. Они сказали, да, мы готовы принять, взять, значит, в работу. Но мы обговорили, что какие-то, если вопросы у них сразу возникнут,
Они нам присылают, значит, свое видение, что надо изменить, мы готовы здесь сразу отреагировать, потому что это очень важный закон. Ислам Викторович, когда мы работали в рабочей группе, мы очень плотно работали с представителями исполнительной власти, администрации президента, и в комитете возражений каких-то нету, у нас не было никаких разночтений. Мы старались, этот документ, учесть все пожелания, все замечания, которые были от исполнительной власти. Мы учли, представитель Министерства юстиции здесь был. Каких-то разногласий у нас не было в рабочем. Практически все единогласно принималось. Я поддерживаю мнение такое, чтобы принять в окончательном чтении в том числе. На самом деле важно ударить этот вопрос, который вот сейчас сегодня наши коллеги поднимают и рассматривают на весы, выставляют вот так детально подходят. Я бы со своей стороны в первую очередь хотел бы поблагодарить за то, что они вообще этот вопрос подняли. Почему? Потому что этот вопрос сегодня несет такой характер, он чуть политизированный, да, там, он несет такой характер и хороший, и нехороший. Но у нас сегодня, на сегодняшний день, по сей день, по факту остается проблема жителей Гальского района. Каждый из нас, который сегодня приезжает в город Гал, что мы слышим? Мы слышим то, те, которые проблемы имеют граждане, те, которые просят всегда обратить внимание на это и расставить как надо. И вот, наверное, пришло то время, когда нужно это все расставить более правильные и подойти правильно. Хан Валерьевич, Ислам Викторович, Тимур Адамович, те коллеги, которые непосредственно занимаетесь. Я полностью поддерживаю, хорошо или это плохо, это не на сегодня нужно решить. Сегодня и сейчас. Почему? Потому что мы сами зарождаем будущее в тех словах, и мы сомневаемся, а какое они имеют гражданство. Они даже наши не имеют. Значит, начну с события, которое имело место 30 сентября 1993 года. Важай Ларионович Зарангия, вы знаете, этот человек возглавлял правительство Абхазии перед войной, стал представителем правительства. В этой танковой колонне, которая ехала на Ингур, втесался в нее, где-то 5-м или 6-м ехал, доехал до Ингура, отпраздновали победу, возвращался назад. И вот рассказ, который он рассказал, у нас несколько человек сидело, слушало его, в том числе и Владислав Арзамба. Он сказал такую вещь, что когда возвращался обратно, идут две женщины. Он остановил машину, посадил их, спрашивает, как ваша фамилия? Они говорят, Будба. Он говорит, здесь такой фамилии нет, вы, наверное, Будбая. Ответ был такой, какая разница? Он вот это рассказал Владиславу Арзамба. Значит, я со всей ответственностью заявляю то, что было сказано потом, что мы должны гарантировать тем, кто считает себя абхазом, с целью исправления всех тех неточностей, которые были, скажем мягко так, дать эту возможность. Значит, начали готовить соответствующие документы. Чуть позже решили по-другому, что давайте мы примем закон о гражданстве. Вы знаете, первый закон о гражданстве, который был принят, там была такая статья, которую внес сам Владислав, что гражданами Абхазии автоматически становятся те, один из прародителей которых родился в Абхазии. Это было сделано для самурзафанцев, конкретно для них. Это уже потом изменения пошли в законе и так далее. И уже подразумевалось, что автоматически это можно будет, значит, и будучи автоматически гражданами Абхазии, менять фамилию. Я не буду говорить о том, какие процессы пошли потом. К сожалению, вот эта вся ситуация, связанная с Самурзафаном, стала полем политической борьбы внутри Абхазии, что не улучшило никак в целом понимание и их, нас, и нашего населения их. Но это то, что было. И я считаю, вот этот закон, который сегодня представлен нами, на мой взгляд, он проработан очень качественно. И если меня спросить, я бы говорил о том, что это начало восстановления той справедливости, которая перед нами лежит за то, что произошло с самурзафанцами. И спросите меня, если я считаю, что голосовать надо не только в первом чтении, а окончательно принимать этот документ сегодня. يراي يخيب خزوت سبسوب يحط حرام مو بسمو الزمع يحفظ يبان زي يبسود بسوح ويحترم راس خذ فيك تاخذ سنه حلق كله
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я как бы слушал от Асхана Валерьевича, что с февраля документ в работе, соответственно, уже, я думаю, никакие изменения не будут, пока закон не принят, потому что если какие-то изменения придется вносить, это в процессе работы. И еще для меня тот факт важен, что вот все исторические высказывания наших ученых, этот закон подтвердит этим самым то, что они говорили, и это, вступая в силу этого закона, мы как раз таки эти ошибки исправим, которые были при советской власти, до советской власти. Я думаю, это еще раз подтвердит все высказывания наших ученых. Я это хотел сказать, поэтому я за, и во втором чтении всегда будет. Я думаю, это нормально. Мы выступаем для того, чтобы принять и в первом, во втором окончательном чтении. Потому что этот закон он важен, и считаем, что этот закон должен был работать еще вчера, наверное. Сейчас я вину на кого-то перекладывать не собираюсь и не хочу, и пусть как-то криво никто не думает, да, и я просто говорю, что этот факт, он уже должен был быть еще вчера, данный закон, вернее, должен был работать еще вчера. И поэтому я думаю, что мы сегодня примем в первом, во втором окончательном чтении, это будет справедливо. Я тоже считаю необходимым принятие данного проекта закона, и что он восстановит справедливость в отношении абхазов. Я еще один момент добавлю, но я считаю, что с Асханом Валерьевичем отдельно потом один момент обговорю, потому что с чем мы сталкиваемся как правоприменители на практике, есть один небольшой нюанс, я бы его с ним потом обсудила. Просил бы во втором и окончательном, если нет возражений. Я хотел бы, если позволите, Лаш Андреевич, я хотел бы, во-первых, топ хашасвас, но хоп зиге, аджги рейзел казум, аджги сфастах зам, рейлыз кава, илызым кава, аджги штазам, яха ихаштаз. Ария турх хапсахат иждыру забеза зиге, абра баша яха аджги, абрей тоджги, баша шалак мхзет хасбиана был, азефани топ хашасва. Аби яха шара турх зиге шамхай. Абаш шида стаха стаха бабиза Единственное, будет со стороны движения просьба, если, наверное, будет определенная волна возмущения, потому что есть со стороны различных политических сил. Вы они зубы зяфа сасрасчережу. А беззакон хазер тала, беззакон яц нас глаза птачка и гертажакан фаркны. И псахту обезопасна усарца зырхан. Значит, проекту закона Республики Абхазия внесение изменений в статью части 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия. В связи с изменением в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния возникает необходимость в части 1 Гражданского кодекса Республики Абхазии изложить пункт 7.1 восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии, который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации. Это необходимо, надо было, именно такое понимание надо было внести, значит, в закон 47. Так что, если позволите, если нет, как бы, если не будет, да, здесь уже не может быть, как бы, вопросов. Более того, здесь всегда, в принципе, многих интересует финансово-экономическое обоснование. Вообще наш закон и все вот эти изменения, никаким финансовым бремя не ложится на наш, как говорится, бюджет. Так что, да, так что если позволите, Лаш Андреевич, этот вопрос можно поставить и на первое, и второе чтение сразу можно будет принимать. Итак, ну да, и 12.29 проект, и 12.30, который дальше еще Канвалич представит. Эти оба проекта у нас также прошли комитет, также были одобрены всецело. Должен сказать, что, ну, приняв первый проект, соответственно, мы уже обязаны принимать этот второй проект. Они касаются вообще
Пошлин также, то есть нам это все уже в любом случае, учитывая, что они пакетно идут, необходимо принимать. И принимать нам также нужно будет и в первом, и во втором чтении тоже. Если позволите, третий вопрос, он тоже, значит, идет по списку о государственной пошлине. Вот здесь как-то отшутился депутат Хутаба, что наоборот, по этому закону государство наоборот получит больше денег, нежели чем потратится. В связи с изменением закона Республики Абхазия Бакла гражданского состояния в статью 47 части 1 Гражданского кодекса Республики Абхазии возникает необходимость внесения изменений в закон Республики Абхазия о государственной пошлине. Настоящий законопроект установили государственную пошлину за регистрацию и восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии в размере 50% от минимального размера оплаты труда, то бишь это получается 30 рублей примерно, где-то вот так будет, значит, пошлина стоить. То есть, если позволите, этот вопрос тоже поставить первым, во втором окончательном, если нету вопросов.